Ассаламу алейкум, Маке. У меня вопрос, и не только у меня, тут у зрителей. Недавно, вот на днях, в Павлодаре на алюминиевом заводе там вопросы задавал Дьяску Хузаиров. И вот на его канале я видел там, по поводу Красного Знамени, там орден Красного Знамени, да, там пролетарии всех стран соединяйтесь, написано, там серп и молот такой, и вот он поднялся вот этот вопрос. Что вы могли бы сказать по такому случаю? Алейкум ассалам. Жумавара Каулосон. Уважаемые друзья, сегодня действительно на канале Дьяса Кузаирова разгорелись жаркие споры. Относительно этого мнения я хотел бы выразить свое личное мнение. То, что Дьяс Кузаиров, он поднял очень важный вопрос, который необходимо поднимать, такие вопросы. Вот как представить себе, на здании алюминиевого завода находится орден Трудового Красного Знамени, макет. Хотел бы отметить особое внимание, это не памятник, это не скульптура, которая там представляет какую-то ценность. Это орден Трудового Красного Знамени, макет, который был в свое время сделан еще во времена Советского Союза. И вот у меня вопрос такой к руководству завода алюминиевого. Не пора ли убрать этот орден Трудового Красного Знамени, макет, вообще из здания? Во-первых, он никакую ценность не представляет для нашего независимого Казахстана. Вот эта вот символика Советского Союза, еще серп и молот, красная звезда, пролетарии всех стран соединяйтесь, СССР. Мы не живем в СССР, мы живем в независимом Казахстане. И, соответственно, мы должны подчеркивать везде об этом, всегда. Вот когда приехал президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт Кемелович на завод алюминиевый, буквально совсем недавно, это вот даже на сайте, по-моему, президента это есть, где он посетил этот завод, сфотографировался вместе с рабочими этого завода алюминиевого. Почему-то администрация, руководство этого завода убрали этот орден Трудового Красного Знамени. Как это понимать? То есть, получается, перед президентом они убирают, перед нашим верховным главнокомандующим вооруженных сил Республики Казахстан. А когда президент уезжает, они его снова ставят. Это что за какие-то хитрости? Это что за непонимание? Поэтому я считаю, это уже какие-то двойные стандарты. То есть прибыл президент, они тут сразу же показывают, что вот они вот поддерживают там политику президента, все хорошо. Когда уезжает президент, они тут же ставят этот орден Трудового Красного Знамени. Почему вы его не вывесили, когда президент приехал? Вот такой у меня вопрос. Почему вы убираете его, когда президент приезжает? Это первое. Поэтому мы не живем в Советском Союзе, мы живем в независимом Казахстане. Все, что я считаю на этом заводе напоминает об СССР, это проявление каких-то непонятных чувств к какому-то несуществующему государству под названием СССР. СССР принес нашему Казахстану горе, страдания, голодомор, ашаршылык, зулмат, 5 миллионов убитых наших казахов, которые умерли во время голодомора. Были убиты, уничтожены наша интеллигенция, цвет нашей нации, алашардинцы. Как это понимать? Более 400 были взрывов на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне. Сегодня рождаются дети-инвалиды онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это все Советский Союз. Поэтому для меня Советский Союз
не существует, так же как для граждан независимого Казахстана. Поэтому не надо такие вопросы, чтобы поднимались, надо их решать спокойно. Поэтому руководство администрации алюминиевого завода я прошу убрать этот орден Трудового Красного Знамени, макет, подчеркиваю. Он не должен там висеть и подчеркивать вот это СССР. Это первое. Второе. Диас Кузаиров, как законопослушный гражданин, зашел на этот завод, его пропустили. Пропустили его через контрольно-пропускной пункт. Пропустили его через, будем говорить, охрану. Он прошел официально на завод и обратился на государственном казахском языке. Я увидел по видео то, что ему никто не смог ответить из сотрудников этого завода на казахском языке. Он, как законопослушный гражданин, обратился на казахском языке, ему никто не ответил. На ресепшене охрана, там кто-то пришел, представитель, по-моему, даже кто-то из руководства завода. Тоже невнятно, никто ничего не мог ему объяснить. Вот когда посещает, например, при трудоустройстве граждане Казахстана, например, по национальности казахи, как они устраиваются на завод? Вот они знают только казахский язык, они не знают русского языка. Как им отдел кадров, как руководство завода к ним обращается, как они вообще ведут диалог, на каком языке. Вот, предположим, приехал человек из Монголии, казах, который только владеет на казахском языке, хочет работать, кормить свою семью, детей, хочет платить соответствующие налоги, законопослушный гражданин. Но он знает только казахский язык. Ему никто не отвечает. Я считаю, здесь руководство завода должно обратить особое внимание. То, что необходимо на входе, на выходе, на контрольно-пропускном пункте из охранников, из руководства завода должны быть представители и русской национальности, и казахской национальности, которые владеют на казахском языке и могут нормально объяснить на казахском языке спокойно, без всяких вопросов, те вопросы, которые будут поставлены тому человеку, который посетил этот завод. Поэтому мы живем в Казахстане, и согласно Конституции нашей Республики Казахстан, каждый гражданин Казахстана обязан знать свой государственный казахский язык. Поэтому Диас Кузаиров, он действительно поднимает те вопросы, которые необходимо решать руководству завода. Очень, я считаю, серьезная тема для обсуждения. Поэтому я здесь не вижу ни межнациональной розни, не вижу здесь ни социальной розни, никакой розни. Это законопослушный гражданин Диас Кузаиров, который требует именно, чтобы ему были те вопросы, которые он задавал, именно ответ на государственном языке. Это его право, это его желание человека. Поэтому давайте будем уважать законы Республики Казахстан, Конституцию Республики Казахстан. С уважением, председатель Республиканского союза ветеранов боевых действий на ТЖК, афганской границы и военных конфликтов Мурат Мухамеджанов. Маке, көп рахмет сізге, Алла риза болсын. Аминь. Assalamu alaikum.